Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Здоровый якутянин, здоровое общество. Республика должна войти в список регионов с наибольшей продолжительностью жизни. Айсен Николаев посетил гражданский форум. Введение новых ограничений по коронавирусу будет зависеть от темпов вакцинации. Ожидать ли якутянам локдауна, как в Москве? Якутия – единственный регион, где есть государственное хранилище драгоценных камней и металлов. 25 лет со дня создания, отмечает Гохран республики. Пленарную сессию гражданского форума «Здоровый якутянин. Здоровое общество» посетил сегодня глава республики. Айсен Николаев отдельно остановился на вопросе здравоохранения. Без здорового населения республика развиваться не может, поэтому глава напомнил, что ближайшие годы в регионе объявлены десятилетием здоровья. За этот период республика должна войти в список регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Продолжит реализовывать и социально значимые проекты. В текущем году по количеству грантов президента Якутия на Дальнем Востоке занимает лидирующую позицию. За 5 лет подано более 1100 заявок. Из них поддержали 217 проектов на сумму более 240 миллионов рублей. Сегодня у нас прошло пленарное заседание, где участвовал глава республики Айсен Сергеевич Николаев, представители Минэкономразвития России, представители Общественной палаты Российской Федерации, наши общественники и представители бизнеса. Мы сегодня всего на 5 площадках очень хорошо отработали, более 800 человек участвовало по предварительным данным, и будет выходить общая резолюция нашего форума. В резолюции войдут те предложения, которые у нас были по 5 нашим дискуссионным площадкам. А чуть ранее глава совершил объезд по стройкам крупных объектов здравоохранения в Якутске. Их строят в соответствии с графиком, сообщил Айсен Николаев. Вместе с главой работал мой коллега Дмитрий Тымыров. Так, с утра глава республики ознакомился с ходом строительных работ онкологического и кардиологического диспансеров, которые строятся здесь, в столице региона, начиная с 2019 года. Строительство онкоцентра идет с опережением, строительная готовность которого составляет 53%. Объект сдадут в следующем году. На неделе мы уже должны завести тепло в здание и начать отделочные работы. В части закупа медицинского оборудования у нас запланирован в конце года и в начале 2022 года. До конца года здесь уже тепловой контур уже закроется, фасад уже тоже смонтируем и уже начнем отделочную работу уже внутри. А вот в кардиологическом диспансере, который строится сегодня за Национальным центром медицины по Сергеляскому шоссе, начали уже устанавливать часть медицинского оборудования, которое поступило сюда на этой неделе. Объект будет сдан в конце этого года и уже в начале следующего примет первых пациентов. На сегодняшний день объект готов на 85%. Данный объект будет в структуре Республиканской больницы номер 1, Национальный центр медицины. Здесь в основном будут лечиться пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения. По словам заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, этот центр будет оборудован самой передовой медицинской техникой, что даст врачам будущего кардиологического центра бороться даже с самыми тяжелыми заболеваниями. То есть это то самое передовое оборудование в мире, которое на сегодняшний момент не имеет аналогов лучше, чем то, что у нас сегодня поставляется. И это очень отрадно, потому что мы будем иметь возможность лечить наших пациентов самыми современными технологиями лечения. Потому что эти все системы между собой взаимосвязаны, все оцифровано, и уровень услуги, которые будут получать здесь пациенты, она самая топовая в мире. Сегодня, по словам генерального директора Республиканской больницы номер 1 Станислава Жиркова, персонал уже подобран и уже готовы приступить к работе. Между тем, глава Якутии Айсен Николаев после осмотра этих 2 объектов здравоохранения отметил, что отставания от графиков нет и объекты сдадутся в срок.
Хочу сказать, что касается наших объектов, которые строятся, крупнейших объектов здравоохранения, это кардиологический центр, это онкологический центр, то, в принципе, мы идем здесь по графику, никаких отставаний нет. Конечно же, есть вопросы, связанные там чисто с строительными вещами, но это технические вопросы, которые, уверен, что строители все решат. Напомним, эти объекты в столице региона строятся по федеральной программе социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Идем далее. Введение новых ограничений по коронавирусу будет зависеть от темпов вакцинации. Об этом Айсен Николаев заявил на очередном совещании с руководством правительства республики. Обстановку по коронавирусу Николаев назвал крайне напряженной и напомнил членам правительства об их персональной ответственности за выполнение плана по вакцинации в районах. Низкие темпы сегодня наблюдают в Чурапчинском, Намском, Горном, Амгинском, Усть-Алданском, Устьянском, Алекминском районах. В них же растет число заболевших. Что касается ограничительных мер, то такого локдауна, как в Москве, не будет, подчеркнул Айсен Николаев. Но если ситуация в ближайшие дни не выправится, то возможны новые ограничения. Тем временем сотрудники Роспотребнадзора проводят рейды по торговым центрам и магазинам Амги. Выявляют нарушения санитарных норм по коронавирусу. Число заболевших в Амгинском Улусе каждый день растет. Стационарно лечат 36 человек, амбулаторно проходят лечение 169 амгинцев. Во время рейда проверены 3 торговые точки и 1 парикмахерская в торговом центре «Артык». По итогам проверки нарушения выявлены не были. Подобные рейды планируют проводить во всех торговых точках, магазинах и образовательных учреждениях района. Основные требования – это масочный режим, социальное дистанцирование, термометрия при входе, да? Обработка рук, и все остались, короче, все требования, которые были, масочный режим, все остались. Плюс мы проверяем еще вакцинацию. Ну, рейдовые проверки у нас будут проводиться еженедельно, будем проводить 1-2 раза в неделю совместно с полицией и с административной комиссией. В Тампонском районе тоже продолжает расти число заболевших. В ковидном отделении райбольницы находятся 32 пациента. В медучреждениях района продолжается вакцинация и ревакцинация жителей. Мария Винокурова подробнее. Во всех медицинских учреждениях Тампонского района проводятся профилактические прививки, которые обеспечены вакцинами Гамковид-Вак и Спутник-Лайт. По Улусу 2195 человек получили Гамковид-Вак, 2018 Эпивак-Корону и 304 Спутник-Лайт. Среди вакцинированных большую часть составляют люди старше 60 лет, 685 вакцинированных, но и среди больных в ковидном отделении их половина, 16 пациентов. В ковидное отделение в данное время находится 32 больных. Из них 2 детей и 1 беременная. Старше 60 лет находится 16 человек. В палате интенсивной терапии находится 5 человек, стабильно тяжелые. В амбулаторном лечении находится 164 человек, из них 61 дети. Старше 60 лет 12 человек. За неделю прошедшую поступили в стационар 28 человек, выписано 22. На сегодня прививки против коронавирусной инфекции поставили 4517 людям. Из них 4300 прошли полный этап вакцинации, что составляет 84% от плана. Для формирования стойкого коллективного иммунитета среди населения планируется вакцинировать 5105 жителей. В августе началась ревакцинация. Повторную прививку получили уже 180 человек. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. К другим темам. В Якутске прошла научно-практическая конференция о роли и места органов прокуратуры в современном государстве. Мероприятие посвятили 300-летию со дня образования органов прокуратуры России. Участники выступили с докладами на различные темы, в числе которых этапы развития и становления прокуратуры, ее взаимодействие с другими ведомствами и учреждениями. Помимо этого состоялась пленарная сессия, в ходе которой обсудили защиту конституционных прав граждан и профилактику правонарушений, реализацию полномочий прокурора в гражданском, административном и уголовном процессах.
Несомненно, надо сказать, что органы прокуратуры сегодня наделены достаточно широким спектром различных функций, начиная от правотворческой деятельности, разрешения обращений граждан, заканчивая реализацией полномочий в уголовном процессе, реализация тех же самых функций, связанных с уголовным преследованием. Надо сказать, что те проблемы, те различные мнения, в ходе, в том числе, дискуссий, которые были высказаны, они непосредственно будут нами учтены и в нашей работе, где-то будут использованы для подготовки информации, докладных записок в вышестоящую, в Генеральную прокуратуру. 25 лет со дня создания отмечает Гохран Республики сегодня. Главным событием стала передача в Государственный фонд драгоценных металлов и драгкамней в дар драгоценностей не только от промышленных предприятий, но и от частных лиц. Принял ценности глава республики Айсен Николаев с торжественным подписанием акта приема передачи. Среди подаренных фонду аметистовая жиода весом в более 109 килограммов. Кроме того, фонд получил в дар самородок золота, слиток серебра, реплику розового бриллианта, проданного на аукционе Сотбис за 26 миллионов долларов. Частный коллекционер Евгений Слепцов подарил фонду коллекцию серебряных крестов и монет, среди которых монеты Боспорского царства, дирхемы Золотой Орды и серебряные чешуйки времен Ивана Грозного. Моя частная коллекция. Здесь были задействованы множество поисковиков, были обмены, продажи, покупки. Вот часть я нашел на рынке, я купил на рынке Анапы этому поисковику. Сколько лет уже занимаетесь? 10 лет вот я собирал примерно. 10 лет. А почему решили подарить? Было несколько причин. Первая причина – это образовательных целях, чтобы школьник мог увидеть историю денег, какие были деньги в различные эпохи исторические. Вторая причина – это дать толчок коллекционерам, чтобы они могли видеть то, что вот люди коллекционируют, и тоже можно коллекционировать. Третья причина – это как сделать пример, то, что населению, чтобы передавать дар нашему музею, чтобы могли передавать, чтобы не пылились дома, а для общего обозрения. Государственное хранилище ценностей Якутии основано указом первого президента республики Михаила Николаева в 1996 году. В фонде имеется сертифицированный центр бриллиантов. Через руки его экспертов прошло 2 тонны золота. Уникальную выставку, которая находится в этом же здании, за 25 лет посетили более 140 тысяч человек. Якутия является единственным субъектом страны, где имеется государственное хранилище драгоценных камней и металлов. В завершении о спорте якутянка Алена Дмитриева помогла сборной России одержать победу над командой Польши в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по волейболу сидя. Турнир проходит в Турции. Встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 3-0. Дмитриева записала на свой счет 1 очко. Самым результативным игроком матча стала Ирина Смирнова, набравшая 8 баллов. Российские спортсменки вышли в плей-офф турнира, победив во всех 3 матчах групповой стадии. В полуфинале турнира сборная России встретится с волейболистками из Словении, которые в параллельной игре выиграли у украинок со счетом 3-1. И оставайтесь с нами.